Слово для выступления предоставляется представителю Министерства юстиции Кыргызской Республики. Фамилию не написали. Мамытханов Шеремкул Замирбекович. Спасибо. Уважаемые судьи Конституционного суда, свою позицию Министерства юстиции по ходатайству Курманбаевой о проверке соответствия части 2 статьи 71 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, частям 2 и 3 статьи 23, части 1 статьи 61, части 2 статьи 62 Конституции Кыргызской Республики предоставила в Конституционный суд Кыргызской Республики в письменном виде. Уважаемые судьи, позвольте озвучить позицию Министерства юстиции. В соответствии со статьей 71 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, возмещение материального ущерба и компенсация морального вреда применяется судом независимо от освобождения лица от уголовной ответственности, либо наказания по основаниям, предусмотренным указанным кодексом. В случае компенсации морального вреда суд устанавливает денежную компенсацию. Эта компенсация назначается в размере от 50-кратного до 1000-кратного расчетного показателя в зависимости от тяжести причиненного вреда. Обращающая сторона в своем ходатайстве отмечает об необоснованном ограничении прав человека в реализации его прав в суде, выражающейся в установлении минимальных и максимальных порогов размера компенсации за моральный вред. Считает, что установление рамок, ограничивающих суд в определении размера компенсации, не позволяет достичь разумности и справедливости в каждом индивидуальном случае, поскольку данное ограничение является несоразмерным по сравнению с теми нравственными и физическими страданиями, которые испытывает лицо вследствие причиненных преступлением последствий. Уважаемые судьи, в соответствии со статьей 1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, целями кодекса является охрана прав свобод личности, собственности, общественного порядка, общества, государства, конституционного строя Кыргызской Республики, а также предупреждение преступлений и восстановление справедливости. Вместе с тем, в пункте 7 статьи 6 Уголовного процессуального кодекса одним из задач уголовного судопроизводства является обеспечение возмещения морального вреда, ввиду чего следователь в соответствии со статьей 37 Уголовного процессуального кодекса принимает меры по возмещению материального ущерба и морального вреда потерпевшему. При этом частью 10 статьи 40 Уголовного процессуального кодекса в случае невозможности возместить материальный ущерб или моральный вред за счет подозреваемого, обвиняемого, осужденного, возмещение материального ущерба и морального вреда потерпевшему производится за счет специализированного фонда в порядке, определяемом Кабинетом министров Кыргызской Республики. Тем самым полагаем, что законодатель предусмотрел механизм возмещения материального ущерба и морального вреда за счет подозреваемого, обвиняемого, осужденного. Уважаемые судьи, с другой стороны, установление законодателем определенного порога размера расчетного показателя, применяемого для исчисления денежной компенсации при возмещении морального вреда, не всегда отвечает требованиям разумности и справедливости. Таким образом, законодательное определение верхнего порога в размере 1000 расчетных показателей при возмещении морального вреда не в полной мере может гарантировать установленные Конституцией прав гражданина. Принимая во внимание необходимость повышения эффективности правового механизма компенсации морального вреда, полагаем возможным рассмотреть целесообразность исключения из статьи 71 Уголовного кодекса Кыргызской Республики установленного верхнего порога размера расчетного показателя, применяемого для исчисления денежной компенсации при возмещении морального вреда. Ваша позиция понятна. Обращающая сторона, есть у вас вопросы? Нет вопросов. Представители Джоур Кенеш, у вас есть вопросы? Уважаемые коллеги, Нету. да. Нету. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо.